прямо как будто взяли кастрюлю там кипящего сексизма или учебник опустили, любой предмет, вытащили, все, он высох, вроде бы там про сексизм ничего не написано, но он пахнет этим. Это Алиса. Вот как раз она мне написала смс-ку. Папа, мальчишек, нас ведут копать картошку, а у мальчишек 6 токарных станков. При этом дочь, она у меня умеет там пользоваться всеми инструментами, которые у нас есть дома, включая и паяльник. Поэтому, когда ее повели копать картошку, она просто почувствовала себя оскорбленной. Ее отправили к мальчишкам. На первом уроке ей досталось делать ручку для молотка. Короче, делай. Она сделала это быстрее всех. Все нормально было. Мальчишки там, никто ее не, по большому счету, там не третировал. Никто над ней не шутил. Она вообще нормально себя чувствовала. Девчонки из класса все спрашивали, ну что там, над тобой смеялись мальчишки? Вот это как раз подвигло меня посмотреть на эту проблему. Я начал смотреть в учебники, и я увидел просто, вот, грубо говоря, с меня как будто черные очки сняли. Я увидел эти картинки сексизма, и меня они поразили. И я начал просто погружаться, и уже просто решил сделать такой анализ. Некоторые учебники были в цифровой форме, это было очень удобно. Я, например, там забивал мальчик, девочка, и сразу же смотрел на эти теги, смотрел, там, как это все, там, что с этим связано. И там сразу же все было практически. Сначала первый учебник мне попался, это обществознание. Обществознание — это прям такой кладезь сексизма и идиотизма. И потому что это практически по всем учебникам, включая даже математику, когда там говорится, что вот там девочка очень долго считает, или что-то такое, или девочка пошла купить там какую-нибудь плюшку, а мальчик идет покупать там учебник по физике, грубо говоря, процитировал учебник истории. Людей столько-то, крестьян сколько-то, и еще, значит, женщины были. И при этом никто на это внимание не обращает. То есть эта тема так замылилась, что вообще просто она не существует, она стала невидимкой. Начала тыкать эту книжку везде, все издательства, которые нон-фикшн, которые, в принципе, по идее, должны были заинтересоваться. И все говорили, что нет, мы это печатать не будем. Я не знаю почему, у меня подозрение на то, что там есть разные какие-то шуточки по отношению к Путину, может быть, к церкви, и Путин там выставляется как главный сексист. У меня просто других нет объяснений. Потому что даже одна типография отказалась, просто типография питерская, отказалась печатать. Она говорит, книга должна отражать название. Просто люди, когда должны видеть эту книгу, они название, они должны понимать, о чем. А вот там «Спасибо бабе за победу» нет. Поэтому сейчас вот школа темного будущего, как раз, мне кажется, она более точно отражает, что такое вообще наши учебники. Например, учительница моих старших детей, она читает и говорит, ну, говорит, все так и есть, говорит, это очень грустно. Вообще у меня идея была подать в суд на Министерство просвещения и на авторов этих учебников. Я даже поговорил с одним адвокатом, и он сказал, что это нужно подавать от общественной организации. Даже от общественной организации, которая защищает права детей. Я уверен, что этот суд, он ни к чему не приведет, но он просто будет таким первым звонком, первым пинком под зад системе. Учитывая то, что сейчас весь мир смотрит на это с другой точки зрения, что равноправие прописано в Конституции, можно было бы показать хотя бы, что эта проблема существовала, даже если официальная позиция государства такая, что этой проблемы сейчас нет.